Новосибирская государственная консерватория и Институт филологии и себеопределения фактически этим семинаром настоящим пытаются, так сказать, выполнить решение второго форума фольклористов, который состоялся в Новосибирске 18-20 октября 2021 года, и решение о том, что создать нужно какой-то небольшой, такой постоянно действующий регулярный семинар, на котором можно было бы обсуждать более подробно какую-то одну тематику или там ряд тематик узконаправленных, да, и чтобы это было на регулярной основе. И вот в этом плане мы пробуем этот семинар именно вот после того, как форум состоялся фольклористов. И этот год, 2022, это год культурного наследия народов России. В этот год мы проводим этот совместный семинар. И эта совместность выражается также в том, что это Новосибирская государственная консерватория, и здесь это кафедра этномузыкознания и научный центр по изучению региональных и традиционных музыкальных культур. Такое длинное название нашего научного центра. И Институт филологии – это сектор фольклора народов Сибири. Вот. И здесь есть вот эти две половинки – этномузыкология и филология. И вот так или иначе мы хотели бы, чтобы в разные периоды проведения этого семинара возникали то этномузыкологические темы, то филологические темы. С другой стороны, есть два направления нашего семинара, которые мы сразу осмыслить хотели бы. Это по проблемам таким теоретико-методологического характера, а с другой стороны, это какая-то региональная проблематика, в том числе связанная с каким-то конкретным, совершенно регионально-локальным материалом, эмпирическим, в том числе связанным с подготовкой томов серии памятников фольклор народов Сибири и Дальнего Востока, подготовка которого участвует Новосибирская государственная консерватория в том числе. И, конечно же, научные центры из регионов. И в этом смысле первый наш семинар, который прошел в этом году в марте, и его запись размещена на YouTube-канале пока Института филологии, он был посвящен как раз вот вопросам регионалистики и конкретно изучению личных песен коряков-чевчувенов. Вот. И у нас состоялась интересная довольно, мне кажется, дискуссия. И вместе с записью нынешнего семинара мы его сохраним и разместим на YouTube-канале. И вот второй семинар, который в настоящее время организован, он как раз в русле вот теоретико-методологических проблем. И, конечно, фигура Михаила Григорьевича, которая практически не нуждается в отдельном представлении, для такой проблематики самое что ни на есть правильная фигура. И, да, это главный научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктор искусствоведения, профессор. И вместе с тем Михаил Григорьевич, как не кстати, лучше подходит под наш совместный семинар, в том смысле, что Михаил Григорьевич является членом диссертационного совета Новосибирского государственной консерватории, а также членом редакционной коллегии академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Поэтому от себя лично и от консерватории, от института я благодарю Михаила Григорьевича, что он согласился выступить на таком, на дебюте, можно сказать, что нашего семинара. Также мы пробуем такой формат семинара с заранее объявленным дискуссантом. И в качестве дискуссанта согласилась, и мы тоже очень благодарны и очень рады, согласилась принять участие Галина Борисовна Сыченко, кандидат искусствоведения и заместитель председателя сельской группы «Музыка тюркскоязычного мира» Международного совета по традиционной музыке, которая подключилась из Италии. Вот. Вот какую-то общую информацию, которая предваряет наш семинар, я сказал, да, и тематика семинара, объявленная в информационном письме и предложенная Михаилом Григорьевичем к размышлению о теоретических рефлексиях музыкального фольклора. Ну что?
Можно начинать, я так понимаю. Да, Михаил Григорьевич, можно начинать. Спасибо, Павел. Конечно, я персонально хочу поприветствовать Галину Борисовну, так сказать, партнер сегодняшний. Я надеюсь, что содержательный разговор у нас получится. Конечно. Я, честно говоря, не надеюсь с моей стороны, потому что впервые вот в таком формате. Ну, буду стараться. Я тоже впервые именно об этом. Когда-то я хотел в Новосибирске, частично на эти темы говорил. Сейчас попробовал собрать текст. Конечно, и приветствую и Наилю Юнисовну из Санкт-Петербурга. Пропало изображение, но она на связи, как я понимаю. И Анну Ларионову, с которой у нас небольшая переписка не так, да в прошлом году была. И Марину Юзефовну, которая, у нас с ней старые связи по японским делам еще. И всех остальных, конечно, потому что, к сожалению, на общем плане не все лица разбираются, но я думаю, что мы знакомы. Кто ближе, кто дальше, но все наши. Нас всех объединяет одна забота о изучении вот такой великой культуры фольклорной, которая у каждого народа, в каждом регионе, в каждой цивилизации своя. И вот позвольте мне изложить, я могу сказать это тезисно, развернем по мере разговора. Я надеюсь, что и вопросы будут, и что-то к чему-то мы интересному должны прийти. Хочу начать с первого пункта, который я предложил. Эволюция теории музыки как следствие движения или ускорения музыкально-исторического процесса. Мы живем, конечно, в гигантском историческом процессе, теперь он всемирный объединился, но в нем и музыкально-исторический процесс есть. А в музыкально-историческом процессе есть теория музыки. А мы еще в нее плохо включены. О чем я буду говорить? Еще в XIX веке очень хорошо заметно это было, и даже в первой половине XX века в трудах музыковедов музыкальное искусство мыслилось подчиненным одним и тем же законам развития во всех цивилизациях, во всех обществах, во всем мире. И по этому поводу мне очень нравится формулировка Татьяны Васильевны Чередниченко. Я ее рекомендовал посмотреть. Она иронически говорила, таким образом на одной эволюционной линии располагается и камлание корякского шамана, и арии композитора Верди. Это была шутка, конечно, но очень серьезная, потому что все рассматривать на одной линии, видимо, неправильно. В 70-х годах прошлого уже века один из крупнейших отечественных музыковедов наших, теоретиков, Лео Абрамович Мазель, мы все учились, знаем его книги, учебники. Однажды он признался, что все его труды, и не только его, а вот той теории музыки, которой занимается, основаны на музыке, вот в кавычках, от Баха до Шостаковича. Вот буквально так он написал. Вот представьте себе, чем предмет теории музыки. Но на рубежах столетий, еще 19-20, а сейчас и 20-21 веков, многие мыслители стали замечать, что история очень драматичный процесс и быстро ускоряющийся. Об этом сейчас не будем много говорить, но вот это ускорение и драматизм изменений как раз дали повод на сегодняшнюю тему поговорить. История музыки в том числе, как и общая история человечества. Сначала после классической романтической эпохи обозначилась эпоха модернизма, это вторая половина 19-го, начало 20 века, а
в 20 веке уже эпоха новой музыки, в кавычках причем, это термин, который еще не все прочитали, не все еще, можно сказать, освоили. Ну, фольклористы, может быть, меньше этим интересуются, но в мировой музыкальной культуре и теории музыки понятие, значит, новая музыка – это термин, определяющий новую ситуацию. Об этом, кстати, очень тоже ярко высказался один из крупнейших теоретиков, идеологов новой музыки. Так, Адорно, Теодор Адорно. Новая музыка раз и навсегда порвала с этим стремлением создавать шедевры. А 19 век и раньше все классики и романтики стремились создавать шедевры. А сейчас, оказывается, мы разорвали с этим. Вот, так сказать, движение истории музыкальной. А вот уже в конце 20-го, начале 21 века, где мы уже пребываем, уже 2 десятилетия пребываем, темой размышления для историков стали такие понятия постмодернизм, уже не модернизм, а постмодернизм. Сейчас появилось понятие постмодернизм или метамодернизм. Поинтересуйтесь, очень интересные вещи, в том числе в музыке. И вот этот постмодернизм характеризуется или ознаменовался, чья-то формулировка, наверняка вы слышали ее, конец времени композиторов. Вот в музыкальной истории что происходит. Определился конец времени композиторов. Мы об этом еще поговорим. У теоретиков музыки все-таки вот такое брожение мыслей о смене эпох и предмета изучения обозначилось только совсем недавно, в конце 20 века. И каждый по-своему, это, естественно, масштабно мыслящие теоретики об этом говорили. Но здесь, прежде всего, надо вспомнить Юрия Николаевича Холопова. После Мазеля, Цукермана, наверное, он крупнейший теоретик именно отечественный. Следующее поколение представляет. Он потратил свою жизнь, чтобы расширить представление от Баха до Шостаковича и превзойти своего учителя. Он учился в Московской консерватории у Мазеля. И почему у него эти мотивы превзойти и даже что-то опровергнуть он не может, но пойти дальше, показать, что мы больше знаем. Почитайте в истории современной отечественной музыки, том 3, его очерк «Теория музыки». Вот я из него буду сейчас цитировать. Не буду рассказывать, что он имел в виду против Мазеля. Вот. Это просто для музыкантов интересно и полезно знать. Он расширил диапазон музыкальной теории, Холопов. Он включил сюда средневековье, античность, ретроспективно, так сказать, назад. И в качестве перспективы он предложил теоретические постулаты практиков новой музыки. Кроме того, Холопов ввел в отечественное музыкознание идеи западных авторов, с которыми мы раньше не были знакомы. Ну, прежде всего, Хиндемит, Мессиан, Шонберг, Шенкер и так далее. Вот самое главное для нас что? В этой статье «Теория музыки» 2001 года, за 2 года до его кончины, что он писал? Практически все названные отделы музыкальной науки получили в последней трети 20 века интенсивное развитие в русском музыкознании. Но мы, естественно, опираемся на отечественное, потому что западное, несмотря на старания Холопова, все-таки оно на иных где-то основах, методологических основах. Так развитие он признает, но, тем не менее, он не видит со своей точки зрения революционных перемен, потому что, цитирую его, Холопов пишет, состав и система музыкальной науки 20 века с внешней стороны выглядит в целом почти вполне традиционно, и различные авторы представляют их в конечном счете вполне единообразной.
Вот взгляд крупного теоретика на всю теорию музыки современной. Все так же традиционно и единообразно. То есть Юрий Николаевич Холопов не отметил ускорение истории и разрастающегося поля познания нашего искусства, искусства звука. Хотя он видел расширение и писал так, опять-таки, кавычки. Становление новой музыки 20 века выявило проблему, казалось бы, прежде всего однозначно ясную. Что есть музыка? Обнаружилось, что не случайно применение слова «музыка» во множественном числе музыки. И дальше цитирует Михаила Проснякова, это преподаватель Московской консерватории современной. 100 музык нашего времени. Вот такое понятие вводит. И перечисляет по Проснякову: модальная музыка, сонорная музыка, стохастическая музыка, электронная музыка, рок-музыка, джазовая музыка, додекафонная музыка, конкретная, еще там несколько, 100, может быть, ну все 100 не перечислены и так далее. Но оказывается, что старик Лев Абрамович Мазаль заметил то, что Холопов пропустил. Именно Мазаль оценил масштаб идей о проблемах музыки и устной традиции. И здесь он комментировал статьи и книги Мирона Григорьевича Харлапа. Вот это одна из ключевых фигур тоже. А Мазаль в советской музыке в журнале в 1973 году, обратите внимание, еще опубликовал статью «Новая теория происхождения лада». Это нас касается. Новая теория происхождения лада. Потому что Харлап вообще на русской народной песне основывался. И в 1983 году он еще раз потом через 10 лет переиздал, книжечку выпустил о природе и средствах музыки. Это Мазаль. И здесь он оценил идеи Мирона Григорьевича Харлапа. Не буду пересказывать, но еще раз вспомню. Дело в том, что именно в 70-х и 80-х и позже годах у нас произошли сдвиги, касающиеся не только фольклора, но и других видов музыки, помимо того, что Просняков и Холопов видят. Это Эдуард Ефимович Алексеев. Сначала проблема формирования лада на якутском материале, потом раннефольклорное интонирование, звуковысотный аспект. Это фундаментальной важности книги. В другой области выступила Нонна Григорьевна Шахназарова. Ее книжка называется «Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма». 1983 год. Ну, сам Харлап выпустил книжку в 1986 году. Мне посчастливилось с ним встречаться вот именно в те годы. Еще книга не вышла, но как раз мы с ним обсуждали то, что я представил на защите кандидатской диссертации о ритме чувашской народной музыки, чувашской народной песни. Вот. И он сказал: да, это квантитативность, да, вот книгу я много лет хочу издать, не получается. Через год он ее издал, в 1986 году. Трудно было, трудно пробиться. Еще более для нас вот важные источники. Михаил Александрович Сапонов, книга «Менестрели». У него была диссертация в 1993, кажется, году, а книга в 2004. В общем, в эти десятилетия появляются. И, наконец, назову уже вот такие ключевые вещи, как «Конец времени композиторов» Владимира Ивановича Мартынова и следующую его книгу Мартынова «Зона опус пост. Рождение новой реальности». Сейчас я прокомментирую немножко. Немножко, потому что все-таки мы должны ближе к фольклору подойти. Наиболее отчетливо ситуацию прокомментировала или сформулировала культуролог, ученица Холопова, кстати, Татьяна Васильевна Чередниченко в лекциях, которая называется «Музыка в истории культуры». Согласно ее схеме,
многообразие вот этих многих музык можно свести к 4 основным типам, о которых Холопов не успел сказать или заметить. Значит, первое, у нее такая табличка, я советую всем посмотреть, фольклористам очень полезно. Значит, пункт А. Музыка фольклорного типа. Б. Пункт Б. Музыка министрельного типа. Это городская развлекательная. Вот о министрелях Сапонов написал. В искусстве, значит, дальше. Искусство канонической импровизации. Вопроса нет. Если что-то непонятно, вы можете переспрашивать. Нам надо хорошо друг друга понимать. Значит, искусство канонической импровизации, так теоретики называют, это литургия и традиционные неевропейские инструментальные, вокально-инструментальные циклы, ну, как узбекский маком, азербайджанский мугам и тому подобное. Китайские и индийские раги и так далее. И 4 пункт, вот 4 тип музыки, она выделила опус-музыка. Вот та самая европейская композиторская, авторская музыка вот последних веков. Понятие композитора вообще узаконено где-то с 16 века только. Обратите внимание, совсем недавно. Опусная музыка. И сам фольклор тоже, оказалось, разбивается типологически тоже на 4 части. Это и у Чередниченко есть, а потом Юрий Ильич Шейкин подробно это разработал. Архаический фольклор мы должны различать, классический фольклор, поздний, вырожденный, профессиональный или инновационный. Вот у этих авторов все это оговаривается. Вот смотрите, Юрий Николаевич Холопов, он остался в пространстве опус-концепции, то есть то, о чем еще, чем занимался Мазель. И он написал, что есть другие области музыкальной науки за пределами нашей теории. Вот другие области, значит, в рамках сжатого изложения возможно лишь бегло коснуться музыкально-теоретических вопросов в 2 науках, он сказал, которые стоят особняком и, пожалуй, относятся в основном к музыкально-историческим, ну, так принято считать, дисциплинам. Русская медиевистика, ну, это вот средневековая каноническая импровизация. И музыкальная фольклористика. Наконец он пришел к фольклористике. 1 раз упомянул. Ну, решил он все-таки как-то откомментировать Холопов. Вот я заканчиваю этот фрагмент о теории общей, его рассуждениями. Что такое русское музыкальное творчество? Это сравнительно небольшой, его формулировка, это сравнительно небольшой отдел, примыкающий к, смотрите, как красиво сказано, величавому блоку истории музыки. Величавый блок истории музыки. Вот это предмет для теории, значит, величавые блоки великих историй. Но создается впечатление, что эта наука в России сегодня столь обширна и разветвленна, и исследования столь многообразные и перспективные, говорит Холопов, что фольклор давно стал весьма самостоятельной научной отраслью. Вот он не признает его в системе теории, а как самостоятельную научную отрасль. Пусть ответвляющийся дальше от истории музыки и направленной в далекое прошлое. Большая заслуга в этом принадлежит, смотрите, что в фольклористике он видит. В частности, группе московских исследователей, условно говоря, московского рудневского направления. Вот то, что в Московской консерватории и в Гнесинском, видимо, они видят. Разрушившиеся здания изучения народного творчества в большой мере дублируют многие науки. Холопов говорит, имея междисциплинарный статус. Все-таки он не включает науку о музыкальном народном творчестве в блок, величавый блок теории истории музыки.
Ну, он дальше, рискуя, так сказать, не занимаясь специально, рискнем и мы назвать несколько важных научных тем для фольклористов, напрашивающихся. Перечислю, что считает большой теоретик важным для изучения фольклора. Музыкальная поэтика русского фольклора. Вот все-таки только русский фольклор они видят. Где, в частности, феномен музыки в русском народном творчестве через века мусическая. Второе. Структурная морфология языка русского музыкального фольклора. Третье. Теория звука русской народной музыки. Четвертое. Ладовая система русского фольклора, включая ладовую нотацию. Вот он выделяет. Ну и так далее. В общем, мы с вами вот собрались в основном за пределами вообще славянской культуры, хотя мы все в этой среде живем и хорошо знаем русское народное творчество и науку. Я еще об этом скажу. Но большая величественная наука общей теории музыки нас просто, ну, прямо скажу, игнорирует. И вот резюме первого моего тезиса. В практике музыкального искусства произошла дифференциация. Еще есть словечко такое. Атомизация музыкального искусства в его формах. Даже в пределах поля зрения Проснякова и Нехолопова, они говорят 100 музык нашего времени, мы знаем, сколько других музык изучено, представлено, ну, вот этномузыковедческая наука, сибирская, слава ей, выдвинула концепцию интонационной культуры, которая раздвинула границы понятия музыкальной культуры вообще, в том числе в пределах устных традиций, собственно, фольклора. Но академическая теория музыки не спешит откликнуться на инновации в знаниях. Вот в 2011 году, опять-таки в Москве, создано общество теории музыки. Я думаю, из вас никто не состоит в этом обществе. А если состоят, то подтвердите, что вот сейчас провели международный конгресс в 2018 году. Международный конгресс общества теории музыки в Москве. О фольклорной музыке не упоминают. Опубликованы 2 больших тома терминологических вопросов, значит, термины, понятия и категории в музыковедении. 4-й международный конгресс общества теории музыки. В Казани издали материалы конгресса, а фольклора там нет. Вот наше величественное здание теории музыки нас не видит. Ну, тут я скажу, что отчасти ответственность и на нас, но поговорим дальше. Вот я закончил первый блок. Значит, развитие истории музыки, процесса, истории самой музыки и изучение теории. Нас пока, ну, я дальше скажу, почти не видит. Кое-что, конечно, есть. Второй пункт, на который хочу обратить внимание, я называю так: историческое место и значение устных интонационных культур. И вот здесь я начну с того, что, конечно, существует опус музыка, который с удовольствием занимаются все теоретики во всем мире, но существует и устная, бесписьменная музыка, в том числе профессиональная. И вот паритет устного и письменного типов музыкального творчества был обозначен Шахназаровой в книге, которую я уже назвал, «Музыка Востока и музыка Запада». Вот она так позицию поставила и указала, что устный профессионализм ничем не уступает, он самостоятелен в истории музыки. Кстати, здесь параллель есть и в книге Валентины Джозефовны Конен, книга, которая называется «Третий пласт». Не знаю, фольклористы интересуются этим или нет, но вот она сказала, что есть фольклорный пласт музыки, есть оперно-симфонический и есть третий.
Ну, то, что другие теоретики называют министрельной. Раз. Значит, обострил проблему Михаил Александрович Сапонов. В диссертации 1994 года он указал, что исторически устное музицирование имеет гораздо больший объем, чем опус-музыка. Опус-музыка – это явление молодое и сравнительно небольшое по сравнению с устным музицированием. А историческое музыкознание не замечает этого. Вот цитирую Сапонова. В подлинных средневековых описаниях сцен музицирования преобладает одно, а в новоевропейских книгах по истории музыки другое. И панорама музыкальной жизни средневековой Европы оказывается странно перевернутой, как будто сквозь преображающее оптическое устройство. И дальше это все слова Сапонова. Музыкальная культура средневековой Европы в целом – это культура министрельная. Ее носителями выступали профессионалы. Ее важнейшим источником и партнером был фольклор. Он видит фольклор, хотя он им не занимается. Он профессиональным творчеством занимается. Отличие фольклорного от министрельного профессионального, значит, проступали в своих средневековых формах. И вот уже до абсолюта, а может быть до абсурда, вот эти размышления довел Владимир Иванович Мартынов, современный наш пост-авангардист, модернист, издавший уже несколько книг, из них две вот наиболее важные для нас, культурологические трактаты «Конец времени композиторов» и «Зона опус постс. Рождение новой реальности». Принципиальное положение Мартынова: необходимо разграничить два типа музыки. Необходимо, цитирую, избавиться от весьма распространенного ныне заблуждения, заставляющего видеть в композиторском творчестве и в композиторской продукции единственно мыслимое, максимально полное и исчерпывающее осуществление возможностей музыки. Для этого достаточно вспомнить, что ни музыка великих культур прошлого, ни музыка традиционных культур настоящего не знают фигуры композитора. Не было его и не нужен был. Нет также места композитору ни в фольклоре, ни в богослужебно-певческих системах, григорианике, греческом осмогласии или русской системе распевов. До минимума сведена роль композитора и в таких современных музыкальных практиках, как рок и джаз. Очень важные области современной звуковой культуры. Таким образом, становится совершенно очевидно, это еще Мартынов говорит, что музыка может свободно продуцироваться без содействия композитора, и что наряду с непосредственно окружающей нас композиторской музыкой существует огромный массив музыки некомпозиторской. Вот, мы приближаемся к своему предмету. Мы находимся в огромном массиве музыки некомпозиторской. Любопытно, что в Новосибирске издана книга, простите, не записал, о том, что о монодии, простите, о монодии. Вот Галицкая автор, она вдвоем, по-моему, издали книгу, и там тоже очень любопытная вещь, поэтому на эту же тему. Она говорит, что музыка монодийная гораздо шире и больше распространена в мире, чем полифоническая многоголосная. То есть и устная, и монодийная музыка гораздо большее место занимает в мировой музыкальной культуре. А теперь напомню опять Юрия Николаевича Холопова. Он написал, я цитировал, что система музыкальной науки вполне традиционная и единообразная осталась. И с этим согласилась вся бригада его учеников, теоретиков Московской консерватории. Назову, значит, авторов книги «Музыкально-теоретические системы» 2006 года,
Там, значит, сам Юрий Николаевич Холопов, так сказать, идеолог этой всей бригады, Кириллина, Тюрегян, Лыжов, Поспелова, Ценова. Кто интересуется, это крупнейшие специалисты в области современной отечественной теории музыки. Вот они создали обобщающий труд музыкально-теоретической системы, где опять-таки места ни для монодейной, ни для устной музыки места нет. Зато есть вся мировая система теории. Тем не менее, несмотря на вот такие взгляды, в конце 20-го столетия все-таки произошел переворот. Вот, согласно трудам названных мною авторов, переворот представлений о месте и значении устных интонационных культур. В этом ряду находится и музыкальный фольклор, который хронологически старше любой другой музыки вообще. Фольклор, естественно, столько же, сколько существует человеческий язык, человеческое речевое, вербальное общение, столько же существует и интонационное общение. Значит, хронологически старше, количественно больше, шире, чем все остальные виды звукового творчества. А вот о качественной стороне устных видов творчества, то есть количество все признают и понимают, а вот о качественной стороне, с точки зрения академической науки, фольклор несопоставим, видимо, несопоставим с письменными формами опус-музыки и не замечается большой величественной общей теории. Но это, в общем, я считаю, опровергли и Конен, и Шахназарова, и Сапонов, и Мартынов, и многие другие, кто последовательно работает в этой области. И мы все вместе с вами, работающие с народной музыкой, с интонационными культурами, в общем-то, наверное, рано или поздно докажем, что и качественная сторона вот этой устной культуры, человеческой, ценна, важна для всех нас не менее, чем все остальные, чем опус-музыка. Но я вам простой пример приведу, чтобы закончить вот этот блок. Простейший пример. Вот когда произошла так называемая Горбачевская перестройка, у нас вот в Чувашии, где я все это изучаю, и композиторов в том числе, вдруг рухнуло, я не знаю сколько процентов, наверное, 80, если не больше, процентов ценностей, созданных композиторами, может быть, даже больше. То есть они как бы были идеологически привязаны к советской эпохе, конъюнктурными. Все это рухнуло и сейчас не исполняется. Как наш руководитель Филипп Миронович Лукин говорил, у меня большая музыкальная лениниана, 14 произведений не исполняется. И неизвестно, будет ли исполняться. Но что осталось? Зато на первое место вышло устное народное творчество. Вот многочисленные фольклорные коллективы, в том числе замечательные студенческие, и городские, и всякие, и сельские. Вот это вечная ценность оказалась. Вот ценность именно в этот переломный исторический момент нашей российской жизни мы вдруг поняли, почувствовали, даже не поняли, а просто бессознательно, может, обратились к народному творчеству. Оно живет, оно украшает, оно развивается, несмотря на все сложности и трудности. Вот таким образом второй блок я завершил. Сейчас глоточек воды сделаю. Так, продолжим. Завершающий, так сказать, блок сегодняшнего разговора. По времени вы меня не торопите еще. Вот еще несколько минут. О методологических проблемах изучения музыки устных традиций. Ну, больше всего нас всех интересует именно фольклорных, непрофессиональных. Ныне мы, музыкантов-фольклористов, вообще в отечественной традиции называем науку
о народном музыкальном творчестве фольклористикой, музыкальной фольклористикой, заимствовали у филологов. Ну, теперь часто мы говорим этномузыковедение или на англоязычный манер этномузыкология у нас теперь. Ну, есть в этом смысл, потому что мы все-таки теоретически растем и усложняем, так сказать, саму систему знаний. Это уже этномузыковедение, конечно, так же, как этнография сейчас у нас соединилась с антропологией, называется этнологией. Вот наш предмет всегда устный материал. Его фольклористы, этномузыкологи фиксировали разными способами, публиковали в виде нот, главным образом, в письменном виде публиковались, в книжном виде. И после этого мы стали описывать в понятиях и терминах науки. Тот предмет, который представляет народное творчество. Значение перевода временного процесса, музыка-аудиальный процесс, временной, значит, именно в нем живут устные культуры, в пространственную форму, визуальную форму. Между прочим, показал Владимир Иванович Мартынов. Вот в его очень интересной книге, второй из названных мной, «Опус постс», в главе о различных способах фиксации и передачи музыкальной информации. Только так, утверждает он, и он объективно прав, появляется возможность изучения предмета через сравнение, точное сравнение. Не буду сейчас много об этом говорить, но наверняка многие из вас задумывались о том, что для чего мы в письменную форму. Я помню, что в 95-м, что ли, году был такой семинар Союза композиторов СССР, фольклорной комиссии. Тогда Эдуард Ефимович Алексеев возглавлял. И там были западные, по-моему, голландские, кто-то или французские были. Зачем вы в ноты переводите там русский плач? Задавали вопрос. Зачем эти ноты нужны? Вы мучаетесь, и нет, невозможно читать. Для нас это был вопрос странным, потому что они, ну, видимо, уже тогда компьютерные технологии применяли для анализа и, наверное, строили какие-то графики и опирались на аудиозаписи и видеозаписи. Вот. Но Мартынов как раз показывает, что аудиозапись и даже эти графики, их еще надо раскодировать. Мы практически, наше отечественное этномузыкознание, значит, фиксирует в виде традиционной нотной системы, в основном, ну, естественно, усложненной. И это необходимо, потому что аудиозапись можно сравнить, Мартынов как раз хорошо раскрывает, только это похоже, то, что прозвучало, или не похоже. А когда у нас уже зафиксировано в пространстве нотной бумаги, мы уже точно знаем, это не только похоже, не похоже, но то, чем оно отличается, в какую сторону развивается. Я об этом не буду много говорить, но это очень интересная тема. Так вот, значит, профессиональные теоретики, между прочим, так немножко, может быть, даже высокомерно назвали вот такие наши описания, ну, старые, может быть, не современные, до научной стадии движения от незнания к знанию. Это восходит к статье Елены Зинкевич, в советской музыке еще было опубликовано в Музыкальной академии в 2000 году. А вслед за ней Татьяна Науменко несколько раз повторила, и Александр Маклыгин, это значит Москва, Казань. Теоретики, ну, с удовольствием говорят, это донаучно. К знанию надо идти. Так, есть вопросы или что? Нет? Продолжаем. Еще немножко, друзья. Мы все утомляемся, конечно. Так вот,
до научной стадии. По-своему, эти теоретики, высоколобые, так сказать, ученые, по-своему правы. Несмотря на недооценку эмпирического знания. Ну, я попросил микрофон, что ли, отключить. А то я чувствую, что кто-то мне реплики подает. Значит, эмпирическое знание всегда существовало, накопление, запись, публикация и просто описание, пусть поверхностное. Оно не соответствует уровню обобщения теоретиков, первичная этнографическая писательность. Но зато ранее неизвестные этномузыкальные культуры появляются на свет Божий и становятся доступными для всех. Но попытка объяснить вот на этой донаучной стадии, конечно, была, ну, с сегодняшней точки зрения, устаревшей, может быть, наивной, поскольку использовались известные со школьной скамьи понятия элементарной теории музыки. Лады, гармонии, многоголосие, фактура, тембры. Вот. И не случайно в этом контексте часто элементарную теорию музыки называют школьная теория. Со школы мы ее знаем, с музыкальной школой, училища и даже с консерваторией. Ну вот с таких описаний донаучных начиналось изучение музыкальных внеевропейских культур, в частности, народов России. Ну, я в пример могу привести то, что у меня под рукой ближе всего. Роберт Лах, это Венский фонограмм-архив, во время Первой мировой войны в лагерях записывал так называемые инородческие песни, использовал фонограф, между прочим, вот, в том числе татарские, чувашские, удмуртские, марийские, опубликовал. И вот по поводу чувашских записей, по поводу нотаций, в 1940 году он пишет, что жалуется на неправильности исполнения восточных певцов вследствие их неумелости, плохой памяти, на бесконечное повторение примитивных попевок, бедность мелодики, бессмысленные ошибки в соединении слогов, стиха и тонов мелодии и так далее. В общем, вот такой набор претензий. Почему? Он признавал, что при прослушивании, когда они прокручивали свои записи, создавалось впечатление, это цитирую, полной равномерности и строгой восьмидольной симметрии мелодической структуры. Когда приступали к записи отдельных мелодических звеньев, снова наталкивались на изобильно встречающуюся расширенную долю такта. То есть вообще поют вроде гармонично-симметрично, хотя примитивно там прочее, но все равно впечатление полной равномерности и строгой, значит, симметрии. А начинаем записывать, наталкиваемся все время на какие-то отступления. Ну, неправильно поют. Вот. С подобными суждениями был знаком наш музыковед Федор Павлов. В 23-м году еще он писал о том, что его соплеменники, чуваши, поют свои песни не по правилам величавой, скажем, по Холопову, европейской теории музыки, и потому он опасался, что можно сделать ошибочный вывод, будто бы в ритмике чувашских народных песен есть отступление от общих законов музыки. Вот как виделось на месте, в периферии, в провинции, в Поволжье, опасения. Можно подумать, что чуваши не подчиняются, отступают от общих законов музыки, и это ошибка. Не может такого быть. Но он чувствовал, что здесь свои правила какие-то, и имел смелость заявить. Вот его красивая цитата. «Ритмика чувашских народных песен в силу своей разнообразной и богатой техники открывает место для более детальной разработки учения о ритме вообще».
Вот такая претензия. О чем говорит эта претензия? Она означает, что необходимо корректировать общую теорию, общие законы музыки, поскольку эта культура в нее не вписывается. Вот об этом, собственно, мы все и должны беспокоиться. Ну, я не буду ограничиваться только, значит, чувашским примером. Из сибирских, мне уже когда-то приходилось об этом говорить, в качестве примера вот такого применения школьной теории, элементарной теории к объяснению, значит, песен народа УДГ, Нанайцев и Ульчей, это в 50-е годы первые статьи на эту тему, значит, автор Айзенштадт, можно сказать, основоположник вот этого направления в этих культурах, в журнале «Советская музыка». Здесь смешанный теоретический аппарат, который, ну, вот на этих основах элементарной школьной теории остается. И чуть попозже, в 60-е, в 70-е годы, очень много по народам, малым народам, малочисленным народам Сибири работал, значит, Бродский. Богданов, по-моему, сначала, да, потом Бродский. Очень мне нравится, как он выходил из положения, чтобы описать теоретическими понятиями, значит, музыку пения нанайцев и тельменов коряков. Он представлял, значит, к термину словечко «квази». Ну, вот так. Квази-монотональный период повторного строения. У коряков, по-моему. Вот не монотональный, это вот не соответствует, видимо, пению. А вот квазимонотональный, да. Так называемый венско-классический квадратный период. А в другом контексте он говорит: строение мелодии устойчиво, прочно и гармонично благодаря квазивенской автентичности основы гармонии. То есть она похожа на венскую автентичность, но она, конечно, квазивенская, потому что внешнее сходство не говорит о природе. Но так выкручивались еще вот 70-е годы люди, специалисты, которые добросовестно пытались объяснить с использованием общей, той самой великой, величественной теории, величавой теории явления других культур, которые не подчиняются, не вписываются в эту систему. Ну, надо вернуться назад, чтобы отметить вот это противоречие, конечно, до нас, до конца 20 века и вообще до 20 века было замечено русскими музыкантами особенно, которые, ну, вот в 19 веке Владимир Федорович, кажется, Адоевский князь, написал статью «Русская и так называемая общая музыка». Он уже выделил общую музыку, вот то, что мы сейчас называем западноевропейскую, и общую. И на открытии Московской консерватории он выступил с речью, где сказал: не надо мудрствовать лукаво, а извлекать теории народной песни, русской песни тогда, конечно, из самих напевов, как они есть. Вот это ключевое слово. Извлекать теорию из самих напевов. И это относится ко всем фольклористам, ко всем нам и будущим нашим ученикам. Вот. Его поддержали в этом плане, конечно, Александр Николаевич Серов, Петр Петрович Сокальский, Юлий Николаевич Мельгунов, фольклористы 20 века, огромная школа русской фольклористики. Вот в трудах нескольких поколений была разработана теория русской народной музыки. Ее можно назвать теорией русской национальной музыки, как это словечко «квитки». Вот содержащиеся в теории русской народной музыки идеи все-таки обогатили общую теорию музыки. Все-таки даже Московская консерватория это признала. Вот Рудневская школа ввела это. Дело в том, что в общей теории, в гармонии, в полифонии появились разделы, основанные на данных вот этой русской теории.
Лады народной музыки обязательно изучаются. Конечно, вот русские примеры очень хороши. Там старинные лады, там западные, может быть, греческие, и, значит, фольклорные. Подголосочная полифония, как особый вид полифонии, разработан, слава богу. Значит, гармонии народной песни, свободный несимметричный ритм, сложные, смешанные переменные размеры, которые композиторы когда-то вообще не использовали. А народная музыка – это все широко, значит, собственно говоря, без всяких размеров использовалось. Сейчас это все смешалось. Народные музыкальные инструменты. И вот тут присутствует Наиля Юнисовна гитарофония в народном пении. Это тоже одно из введений, вложений в учение полифонические, потому что так как мы из народной музыки видим, извлекаем, это обогащает полифоническую теорию. Раньше этого не было, такого материала. Вот молодые научные школы национальных республик всего Советского Союза и внутрироссийские, конечно, зародились, возникли, развились школы, прямо-таки молодые научные школы, в русле русской музыки, конечно, фольклористики, иногда даже полностью внутри ее аналитического аппарата. А вот на современном этапе в многонациональной фольклористике, которая, естественно, развивается в теснейшем контакте с русистикой и под большим влиянием, актуально, я считаю, преодолеть тенденции к универсализации сложившихся в прошлом веке аналитических методов научного аппарата. То есть это не универсально. Все представители каждой самостоятельно вот развитой культуры интонационной должны извлекать теорию по завету Адоевского из самой песни, не мудрствуя лукаво. Но извлечь теорию из самих напевов и заложить основы самостоятельной теории национальной музыки, конечно, не каждый способен, молодой фольклорист, тем более, если он ощущает себя провинциальным представителем каких-то там больших крупных школ, центров, Новосибирской консерватории, скажем. Вот. Но, тем не менее, задача должна быть такая – извлекать из самих напевов. Успешным опытом, конечно, я хочу еще раз подчеркнуть, поиска методологии описания раннефольклорных интонационных культур Сибири, то есть то, где сконцентрированы вот такие раннефольклорные интонационные культуры, Сибирь, являются труды Новосибирской этномузыковедческой школы. Это и консерватория, и институт филологии. Слава Богу, работают совместно, и гигантский проект, 60-томный свод фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, пока успешно, и дай бог, дальше продолжается. И вот здесь и концепция интонационной культуры извлечена из практики архаичного музицирования малочисленных народов Северной Азии. Не буду перечислять, у меня вот 31 том тут на полочке стоят, и еще несколько надо добавить, конечно. Вот, и продолжать, чтобы все 60 и больше были. Это понятие интонационной культуры стало развитием концепции раннефольклорного интонирования, которую разработал Эдуард Ефимович Алексеев. И самое главное, что эта концепция заменила упрощенное представление сравнительного музыкознания о том, что культуры примитивные, первобытные, не имеют ни системы, ни правил, что называется, закономерностей. Вот сейчас мы уже имеем хорошее определение. Это раннефольклорное интонирование, которое вовсе не совпадает с понятиями, с представлениями о правильной музыке с точки зрения западной
концепции общетеоретической. Очень важной представляется концепция интонационно-культурных союзов или музыкальных метакультур, как писал Мазепус Владимир Владимирович и Шейкин Юрий Ильич. Вот эти интонационно-культурные союзы выделяются на огромном пространстве Сибири и Дальнего Востока. И очень важное обобщение. Так, Мазепус отметил, что разработка проблемы существования больших музыкально-культурных союзов или музыкальных метакультур предполагает, по-видимому, возникновение новой области этномузыкознания. Вот все вплоть до того, что новая область. Предлагается выведение понятийных систем отдельных частных теорий национальной музыки на более высокий уровень. И согласно Мазепусу, в Северной Азии 3 метакультуры, не буду их называть. Юрий Ильич Шейкин более подробно еще изучал, он 7 регионов выделял, где можно говорить о метакультурах. Еще одну не могу не сказать, важное использование метода универсально-грамматического, который тоже разработан в Новосибирске. Автор метода Мазепус мотивировал появление его тем, что обращение к порождающим грамматикам позволило разрешить некоторые спорные проблемы музыкальной науки, дать убедительные теоретические описания этномузыкальных систем, анализ которых средствами традиционного музыковедения оказался безрезультатным. То есть он как раз констатировал, что это безрезультатно с традиционными средствами описывать. Ну вот этот универсально-грамматический подход, он тоже не ко всем, конечно, сибирским народам или другим народам относится. Тем не менее, он, как говорится, операционален и привел к хорошим результатам в этих изданиях фольклора, именно музыкального фольклора многих народов, которые раньше вообще не фиксировались и не изучались. Еще последнее, что скажу, подчеркнуто в Северной Азии концепция релевантной роли тембра, артикуляции, произнесения, тоже разработана. Ну, здесь Валентина Сузукей хорошо сформулировала, что смыслонесущим содержательным компонентом в ее тувинском материале выступает темброрегистровая характеристика звукового материала. Вот я только основные направления методологические назвал, те, которые пока еще в общей теории не используются, не вошли. Но подвожу итог нашему разговору. Современная практика теоретических рефлексий музыкального фольклора позволяет утверждать, что этномузыковедение уже накопило аналитический и методологический аппарат, независимо от величавой академической теории истории музыки. Мы накопили, я имею в виду фольклористы, этномузыковеды, накопили огромнейший материал, и он продолжает собираться, несмотря на то, что практически живой фольклор уходит в небытие. Ситуация такая. Но наука помогает сохранить, зафиксировать, опубликовать и изучить, что же это такое, чтобы, как китайцы говорят, расцветали все 77 цветов, 77 культур. Конечная задача для каждой национальной теории музыки – развитие ее в системе исторически сложившейся метакультуры или музыкальной цивилизации. Здесь в Поволжье у нас есть представление о волго-уральской музыкальной цивилизации народов Поволжья. И дальше возвышение до уровня общей специальной теории. То есть та система
понятийная, теоретическая, которую мы создаем, должна возвыситься до уровня специальной теории, общей теории. Перед специальной теорией музыки встает задача со своей стороны обобщения данных региональных музыкальных цивилизаций, метакультур и национальных теорий, чтобы, еще раз вспомню нашего музыковеда, композитора Федора Павловича Павлова, чтобы открыть место для более детальной разработки учения. Он говорил о ритме, но и о формах интонирования, о ладах, тембрах и других параметрах великой интонационной практики всего человечества. Это неизбежно, это необходимо, поскольку человечество еще существует, проблемы глобализации существуют, но мы сопротивляемся простым, убивающим процессам этой глобализации и сохраняем все, условно говоря, 77 цветов. Ну, их тысячи, как мы знаем. Языков, тысячи культур. Вот на этом позвольте остановиться, закончить. Если у нас получится обмен мнениями или вопросами, ну, с большим удовольствием слушаю. Я, наверное, оставлю вот этот микрофон и камеру так, как она сейчас стоит. Ну и отсюда хотел бы поблагодарить Михаила Григорьевича. Честно говоря, после такого погружения в контекст, такой общетеоретический, да. И это будоражит голову и мысли, много возникает. Ну и прежде чем ими поделиться, ну, как мы организуем обмен мнениями, скорее всего, мы предоставим слово Галине Борисовне для начала, а потом уже выскажется все, кто здесь присутствует, или любой, кто пожелает. Да. Галина Борисовна, вы варитесь в западной культуре. Может быть, у вас другие подходы появляются? Ну, вы знаете, я, так сказать, как-то не очень заранее была обо всем этом осведомлена, и поэтому, да еще и в состоянии переезда и так далее, то есть у меня вот подготовиться так основательно, как Михаил Григорьевич, конечно же, возможности просто не было, но я ознакомилась с некоторыми рекомендованными источниками, которые Паша вот всем нам прислал. Вот, ну, опять же, кратко и бегло. Вот, и, конечно, вообще вся вот эта проблематика мне представляется чрезвычайно важной, с одной стороны, а с другой стороны очень... Ну, то есть ее хватило бы на несколько больших конференций, не на один семинар. Даже вот эти 3 пункта можно было бы разбить на 3 семинара, потому что по каждому из них, конечно же, возникают вот по ходу дела спонтанно всякие разные мысли, и ну, нет возможности подкреплять там цитированием определенных трудов и так далее. Но я постараюсь не сильно, так сказать, задерживать ваше внимание, но какие-то вещи, которые мне показались любопытными, и вот сейчас то, что прозвучало, и то, что я почитала заранее. Конечно же, вне всякого сомнения, что вот наша вот эта высокая научная теория просто не замечает, ну, можно сказать, вот очень, очень как-то странно не замечает огромный пласт отечественной же теории же музыки. Просто это другая музыка, и она вот находится где-то там. Они в башне, извините, в башне слоновой кости живут. Ну вот меня поразило тоже, я почитала вот этот раздел Юрия Николаевича Холопова, что там из фольклористов, по-моему, упоминается только Алексеев. Да. И Руднева. Даже Гнесинская школа абсолютно находится за кадром. Руднева, да. Вот потом то, что происходит в плане изучения внеевропейских музыкальных культур в самой же Московской консерватории. Это еще начиная с Джованни Михайлова, потом Виолетта Николаевна Юнусова. Вот вся эта... Ну, может быть, это было написано ранее, когда этого еще не было, но похоже, что вот это сохраняется, эта тенденция очень сильно. То есть то, что происходит параллельно вот в соседнем кабинете, в общем, остается за кадром. Это, конечно, очень жаль, потому что наша-то наука, она развивается.
она проходит свои собственные стадии. Но должна сказать, что это не везде так, не везде. И да, вот недавно я опубликовала статью «Музыка и шаманизм». Как раз я там анализирую разные подходы к изучению шаманской музыки конкретно. И вот действительно, в начале века 20-го вот эти ранние труды, вот вы упомянули Айзенштадта, а это было еще вот до Айзенштадта, просто Айзенштадт как бы продолжает эту линию. Когда именно европейская музыкальная теория, не вся, а именно сформировавшаяся на базе немецкой музыкальной теории, потому что наша теория – это базис, это немецкая музыкальная теория. Вот. И когда вот зарождающееся этномузыкознание опиралось на эту теорию, действительно результаты были мизерные. Потому что все напевы простые, лады простые, ну что там изучать? Но в то же самое время, вот еще до Лаха, до Роберта Лаха, ведь там же, в рамках этой же системы, зародилось и другое направление, представленное Хорнбостелем, Заксом, Элисом, Штумфом. То есть вот все эти отцы-основатели, вот настоящие отцы-основатели современной музыкологии, которые уже тогда, вот в 1908 году появилась знаменитая статья о методах о теории и методе транскрипции народной музыки, где была предложена уже система нотных обозначений, где уже были замечены вот все эти релевантные моменты. Вот тогда уже, больше 100 лет назад. Еще раньше начались замеры звукорядов, вот изучение разных строев, там и гамелан, и все прочее. То есть тогда же параллельно вот с академической теорией, примененной к новому материалу, начало выкристаллизовываться и собственное вот это направление, которое по завету Адоевского вырастало из самих, так сказать, из самого материала. И то есть тогда уже были эти попытки строить музыкальные теории на базе вот этих новых материалов, которые стали прирастать в геометрической прогрессии с изобретением фонографа. Поэтому эту линию, конечно, не надо игнорировать, но вызывает удивление, что до сих пор они существуют как бы в параллельных пространствах. И вот это, значит, вот эта особенность, она, ну, как-то должна преодолеваться, я не знаю как. Вот. Потом второй момент, то есть наши коллеги-музыковеды, они почему-то убеждены, вот это очень часто приходилось слушать на протяжении жизни, что вот мы занимаемся, да, вот этим теоретическим, вернее, эмпирическим описанием. Вот собрали, расшифровали, описали, все, диссертация в кармане, а мы... Да, а мы-то изучаем, так сказать, сложные вещи, там, концепции, а тут, ну что тут вообще? И вот так вот, утрируя, так сказать, немного, ну, такое положение, конечно же, существует, нельзя этого не видеть. И вот этот композитороцентризм, и нотно-текстовый центризм. Вот да, если вы посмотрите работу... кстати, меня поразило, что у Холопова не упоминается даже практически вот линия Ароновский, не знаю, какие там причины, но... Ну, причины, в общем-то, видны. Если вы почитали примечания, он там вспоминает и партийных деятелей. Ну, вот как раз у Ароновского, Бонфельда, вот там, это, опять же, другая линия, они пытаются вот эту народную музыку тоже там как-то встраивать и так далее. Но вот в книге, допустим, «Музыкальный текст. Структура и функции», у того же самого Ароновского вот прям черным по белому написано, что это нотный текст. А как же, хотя через несколько страниц там вроде бы он дает право на существование и устному тексту тоже. То есть если текст вот просто вот народной песни, он исполнен, он существует в устном виде. Это что, не текст? То есть с точки зрения теории текста это тоже точно такой же текст. Неважно, в какой форме он выражен. И вот эта вот противоречивость, эта двойственность, она даже у таких теоретиков, как Ароновский, она тоже иногда вот проскальзывает как бы.
Да. Это очень трудно преодолеть. Возьмем Чередниченко, да, работы. Опять же, вот когда она пишет, видимо, это ее конек, вот это министрельство, и вот, мне кажется, она правильно связывает вот эти пласты, хотя исторически такие непохожие, там, министрели и современные там барды и так далее, рок и джаз, и все, то, что Конан называла третьим пластом, ну, называют там массовой музыкой и так далее. Но вот министрельство, мне кажется, такой термин, может быть, он странно звучит в современную эпоху, но по сути он как бы верный. Но вот когда она пишет о фольклоре, мне кажется, тоже она демонстрирует очень слабое понимание того, что это такое. У нее фольклор предстает каким-то одномерным. Вот это что-то изначальное, и вот такое очень простое. Ну, мне кажется, любой фольклор, он внутри, когда начинаешь изучать любую культуру, видно, что она многослойная. Я не знаю вот каких-то однослойных культур, а она пишет о том, что фольклор – это вот однослойная культура, и ну, с этим как-то трудно согласиться. На самом деле там очень много процессов исторических, и вот эта вот мысль о том, что очень просматривается в трудах теоретиков, у нас, мне кажется, у фольклористов она уже как-то преодолена. О том, что фольклор – это что-то неизменное, изначальное и не развивающееся. Но это вот не так совершенно. То есть я думаю, что мы просто этого не знаем, отсутствуют фиксации. Но я думаю, что любой фольклор на протяжении тысячелетий менялся 100 раз, 200 раз. Стоило там соприкоснуться с другой культурой. Какие-то пришли завоеватели, принесли свою моду. То есть вот я думаю, что там было очень много вот таких вот смен и перестроек каких-то. Просто мы то, что вот застали мы, вот то, что было зафиксировано, и нам кажется, что вот это оно всегда так и было. На самом деле тут, конечно же, вот историзм самого фольклора, его сложность, его эволюция – это отдельная проблематика, которую очень сложно изучать, но которую, наверное, надо пытаться изучать какими-то методами, искать эти методы. Вот Лапин Виктор, Виктор Аркадьевич, там Владимир Владимирович предлагал методы изучения, другие авторы. То есть это, конечно, направление очень сложное для изучения, но каким-то образом надо это делать. Я вот сейчас готовлю там песенный том алтайский, и вот, знаете, в каждой из 6 алтайских культур интонационных видно, что история у каждой отдельная, своя собственная. Они проходили разные периоды. Это все отражается в интонационной культуре. Просто нужно каким-то образом уметь эти пласты выявлять и соотносить с историей, с этногенезом и так далее. Вот. Так что многое вот с этими тезисами, чего тут можно говорить. Так, что-то я еще хотела. И вот еще один такой момент. Ну, это наша давняя дискуссия здесь внутри консерватории. Это по поводу фольклора и профессионализма, потому что вот эти термины тоже звучат, там профессиональное, письменное и так далее. И да, когда вот Шахназарова эти два типа устного профессионализма выделила, это была, конечно, революционная такая ситуация и так далее. Но на самом деле этим дело не исчерпывается, конечно же. И нужно идти дальше. Но это уже мы касаемся как бы такой типологии, да, вот типологии музыкальных культур. Вот. Для нас-то естественно, что они все имеют право на существование, все равноправны, нет такого, что одна там выше другой или еще как-то. Ну вот нам всегда хочется что-то типологизировать. Это, кстати, наши зарубежные коллеги, они часто мне, например, говорят такое: да, вот вы любите типологизацию, типологизировать и
ну, в общем, структурировать, типологизировать, ну да, любим. Вот, так вот, к вопросу типологии устных культур уже, устных, и я вот, мне как-то попадалась такая концепция, она как бы изнутри самой культуры, это вот в непальской, индийской традиции. Там нет противопоставления на фольклор и профессиональную культуру. А там есть противопоставление по двум признакам. Профессиональное, непрофессиональное и устное, письменное. То есть письменное – это высокая культура, шастри сангит, это то, что мы называем классическая музыка. Она может быть профессиональная, а может быть непрофессиональной. У нас почему-то считается, что она обязательно профессиональная. На самом деле нет. Эту высокую традицию могут исполнять просто обычные люди, прихожане того или иного храма. Собираются и исполняют. А вот что касается фольклора, он тоже может быть профессиональным, то есть непрофессиональным и профессиональным в том числе. То есть там масса, есть целые касты музыкантов, которые исполняют именно фольклорную музыку, которая называется лок-сангит, местная музыка. Она, там нет трактатов, там нет вот этой теории, там нет такого обучения. Но есть профессиональные цеховые вот эти объединения, касты музыкантов, которые живут тем, что исполняют фольклор. Ну, вот это сродни, наверное, уже министрельству в каком-то смысле. Да. То есть они ходят там во время праздников, исполняют эту музыку. Ну, она, конечно, имеет там религиозное значение, понятно. Вот. Ну, то есть вот такая как бы по двум признакам классификация уже на 4 типа устной культуры. Ну, наверное, в этом направлении надо думать дальше. То есть я хочу сказать, что мы не должны ограничиваться и останавливаться на каких-то моментах и считать, что они навсегда и ко всем культурам приложимы. Понятно, что это не так. Вот. Ну, наверное... по поводу нотировок. По поводу нотировок тоже я должна тут сказать пару слов, потому что я одна из тех, кто до сих пор на этом зациклен и мучается. Вопрос зачем? А вот затем же, то есть это все относится к завету Адоевского, которому я свято следую всю свою жизнь. То есть пока мы не поймем, как это устроено, мы не извлечем вот той самой теории, мы сведем все опять к каким-то звукорядам, похожим у разных народов, и упустим вот эти детали, которые их отличают. Поэтому у меня сейчас, кстати, произошла такая эволюция. Я использую определенную систему записи нотной, которой я хотела бы, может быть, поделиться на каком-то семинаре последующем. Вот. И только так мы можем вот эту теорию-то и извлечь. И еще по поводу терминов самой нашей дисциплины. Вот кроме этномузыкологии сейчас есть еще один термин – музыкальная антропология. Да, это Алан Мэриан предложил в свое время, достаточно давно. Вот, это то, к чему сейчас практически сводится этномузыкология на Западе. То есть музыкальная антропология. И это, знаете, как вот в антропологии. Почему антропология противопоставляет себя этнологии? Потому что они изучают как бы человека и человеческие сообщества, любые, этнические, там, религиозные, культурные, субкультурные и так далее, и так далее. То есть, избавились от приставки «этно». И вот то же самое сейчас происходит в зарубежной этномузыкологии. Хотя многие вот классические дисциплины до сих пор существуют, преподаются. Здесь, например, в Италии это все есть. Этномузыкология преподается. И, кстати, их теоретические концепции, методология очень близка к нашим фольклористическим концепциям. Они как-то больше сопротивляются вот этому англоамериканскому натиску, хотя тоже это есть. Вот. Но, может быть, по ходу дела еще что-то вспомнится. Ну вот я думаю, что
какие-то свои пунктики я изложила. Спасибо за внимание. Спасибо. Ой, еще одно тоже свежее наблюдение, которое я извлекла из Чередниченко, последнее. Татьяна Генриховна у нас почему-то отключилась. Знаете, вот опять по поводу вот этого пласта, то, что наша Савалина Паисина называет там профессиональной устной традицией, а Чередниченко – каноническая импровизация. Вы знаете, мне вдруг внезапно показалось, что почему, с какой стати мы валим в одну кучу и литургические традиции, которые, в общем-то, ну какая там импровизация? Ну, или, допустим, макам и рага. Мне кажется, пора это тоже вот как-то переосмыслить. Может быть, в каких-то точках они соприкасаются, но вот в культурном плане, мне кажется, это все-таки вещи разные. Татьяна Генриховна, вот вы. Вот григорианика, то есть все это начинается вообще с литургической речитации типа Талмуда, речитации Талмуда, потом вот христианские тексты и Коран. И, кстати, очень много общего и с индо-тибетской традицией, именно вот рецитация сакральных текстов. Это одно дело. И там нет места импровизации как таковой. Татьяна Генриховна, как вы согласны? Нет с этим? Или, допустим, макамат и рага, где действительно подразумеваются какие-то там моменты действительно импровизации. Вот. И называть все это канонической импровизацией, мне вот как-то это резануло, честно говоря, в сознание, в мозг. Вот. Это же конкретная тематика. Но это тоже, мне кажется, какие-то разные типы культуры, музыкальной культуры. Ну, пару слов всего скажу, да. Я Во-первых, закончила. нужно иметь в виду, что вот в этой литургической музыке григорианика, византинистика, да, и древнерусское певческое искусство, там вообще-то есть письменный пласт и устный пласт, там собственные классификации. Оно действительно очень сложно вписывается в систему Чередниченко. Вот. Я тоже ее знаю, она мне тоже не очень, но вызывает некоторые сомнения, как раз относящиеся к искусству канонической импровизации. Вот. Ну, это отдельный вопрос. Мне кажется, что у Конан самая нормальная классификация. Она такая общая, универсальная и ни на что не претендующая. А когда начинается вот эта вот, как бы, как сказать, детализация всего, тогда нужно действительно говорить о 100 музыках. Ну, их больше, Да. чем 100. Ну да. В каждом пласте Да. там по 1000 музык. Конечно, Да. конечно, они все сложно организованы. Вот Галина Борисовна говорит, да, вот индийская музыка, она так организована, западноевропейская монодия особым образом, восточная монодия, макамат, да, свои какие-то там есть моменты, ну, не знаю. И причем, а почему она искусство канонической импровизации, там же есть теоретические трактаты. Да, то есть это импровизация весьма условно, как я понимаю, я не специалист. Там же есть правила. Да? Нет, канона. Нет, там действительно есть моменты, то есть одна и та же рага, как известно, она может исполняться и в течение там 10 минут, и в течение часа. То есть там есть место для развития тематизма, там, импровизации, но согласитесь, что в литургической музыке там есть вот служба, ее структура, и никакого отклонения, выхода за пределы просто не подразумевается, поэтому я не понимаю, почему это каноническая импровизация. Не, ну я абсолютно согласна, да, я абсолютно согласна, что тут нужно думать. Тут надо и заниматься. Извините, надо думать только, остерегаться все сравнивать с композиторским письменным искусством. По сравнению с ним, да, тут нет импровизации, или наоборот есть. Но здесь своя собственная система, и понятие об импровизации просто другое. В каких-то мелких деталях.
Может быть, да, потому что эта импровизация может быть в, как сказать-то, в прочтении этих невм исполнителями, да, более развитым, менее развитым. То, что мы сейчас можем, то, что сохранилось отчасти в поствизантийском пении, и что исчезло из знаменного распева, потому что он законсервировался, ушел из практики в конце XVII века. Вот в этом смысле да. А в других смыслах, не знаю, что там можно, что значит импровизация, и почему каноническая, да, то есть импровизация на основе, здесь, наверное, что-то другое имеется в виду. Имеется в виду импровизация композиторская или исполнительская в рамках заданных правил. А вот это канон и есть. Да, поэтому она и каноническая, да, называется, импровизация. Может быть, вот с этой точки зрения Чередниченко права. Тут нужны входящие какие-то, да, Ну, критерии, по которым она это определяет. Она нашла такой термин. Канон не в музыковедческом смысле, а канон в Ну, филологическом. ну да. Юлия Денисовна, вы поднимали руку, пожалуйста, сказать. Да, если можно. Да. Меня слышно, да? Слышно меня? Слышно, видно. Да, спасибо большое. Да. Я хочу поблагодарить, добрый день всем, хочу поблагодарить новосибирцев за приглашение. Я, правда, узнала об этом достаточно поздно вчера вечером, но я очень рада участвовать. Спасибо Михаилу Григорьевичу, спасибо за выступление. Галина Борисовна, спасибо за выступление. Ну, очень коротко, тоже тезисно, потому что здесь все этномузыкологи практики, поэтому в конкретику, наверное, вдаваться сейчас уже нет возможности такой. Вот сам обзор, вот первый наш сделанный Михаилом Григорьевичем, он такой как раз вот находится как бы на пограничье, да, теоретического музыкознания, и значит, вот с этого пограничья смотрим на народную музыку, на фольклор, которым мы все занимаемся, на музыкальные традиции, которыми мы все занимаемся. И как следует из него, как мне кажется, стоит ли вообще ждать от теоретиков, да, занимающихся музыкой, так сказать, да, не занимающихся устной музыкальной культурой, чтобы они вот сотворили вот эту систему понятий, терминов и теорию этой музыки. В общем-то, как сказать, заставить человека любить фольклор невозможно, да? И не любой коренной городской житель хочет заниматься музыкой устной традиции, тем более посвящать ей всю жизнь, в общем-то, да? Я считаю, что это музыковеды, выдающиеся очень крупные музыковеды, просто другой формации. И когда еще много десятилетий уже назад нас учили наши учителя, что надо всячески избегать вот этой привычной уже терминологии, да, допустим, там классической гармонии и теории музыки. И когда появился термин, тоже достаточно давно уже, этномузыкология, нас учили понимать его так вот в английском произношении, как говорит, значит, как это говорили американцы, значит, ethnomusicology. Это не музыковедение, это нечто другое, этномузыкология. Поэтому, ну, как сказать, ну вот нам всем это понятно, да? И с тех пор, как ну, за последние, наверное, 40-50 лет уже изучено столько устных культур, тем более, как сказать, вот очень знаково то, что наш разговор происходит в Сибири, потому что там все-таки достаточно много изучено очень архаических культур, к которым мы можем обращаться, желая узнать корни, допустим, своей же культуры. Да? Вот. Мне кажется, и не стоит и теоретикам тоже заниматься классификациями, так сказать, уровней самого фольклора, потому что эти градации уже сделаны исследователями устной традиции, да, и фольклор, и традиционная музыка, народный профессионализм, эти понятия играют, может быть, немного по-разному в разных культурах, как уже вот коснулась Галина Борисовна, да, сейчас не будем углубляться в каждую из них, но в принципе, это, мне кажется, что это задача как раз специалистов по устной музыке, по устной музыкальной культуре. Вот. И некоторые термины, конечно, и насколько я понимаю, да, вот в указанном списке, в предложенном списке литературы, люди, которые хотят, авторы, которые хотят как-то охватить фольклор, да, их взгляд на фольклор абсолютно реферативный. То есть через какие-то существующие в то время труды или какие-то звучания, которые они слышали, может быть, в вузе, в котором они работают. Но, в принципе, как бы сказать,
Но они не обязаны это делать, я хочу сказать, потому что, чтобы это градуировать, вот чем больше занимаемся мы своими культурами, тем больше понимаем, насколько это сложная материя, правда? И насколько потрясающе, что такие сложные материи, ну просто очень, да, звуковые материи дожили до 20 века. Но это понимают только те, кто в это погружены, в общем-то, да, мы это понимаем. Значит, теперь что хотел сказать. Вот, что касается ценностного, так сказать, состояния, да, фольклора в культуре, то сказал Михаил Григорьевич, действительно, ощущение после перестроечных лет, оно какое-то жутковатое, потому что композиторы, на которых был запрос в обществе, этот запрос просто исчез насквозь. Просто вот он исчез, и все. И целые союзы композиторов существуют. Хотя я хочу сказать коротко, что некоторые произведения татарских композиторов я все-таки буду слушать, я буду к ним возвращаться. Но то, что фольклор заполнен сцены, и то, что я вижу, например, и в Татарстане, и в Поволжских республиках тоже, это совершенно, я бы сказала, бесконтрольный процесс, потому что как поется фольклор на сцене, это вообще отдельный разговор. Да? Большой вопрос. Вот. Теперь, значит, вот что касается терминологии, например, я не буду касаться всего, вот, например, то, что сразу как-то оно очень вызывает реакцию, понятия внеевропейские. От этого понятия внеевропейские культуры, да, этномузыкологи давно уже отказались, потому что еще на каких-то симпозиумах международных 30-40-летней давности эти темы обсуждались, и некоторые этномузыкологи, скажем, музыкальные антропологи говорили, мы не внеевропейцы, мы африканцы, мы азиаты и так далее. То есть внеевропейский – это взгляд из середины Европы, где-то там вокруг, да, вокруг. И, например, в одной из книг, которую я посмотрела, там написано, про Россию пишется так: финно-угорские и другие народы, заселившие российскую территорию. Вот так. Это представление о России такое? Было такое, видимо, представление. То есть, давайте так, об музыке устной традиции пусть пишут специалисты, тем более, что их так много теперь, да, очень много. Так что мне это задело, да. Что хочу сказать. Значит, вообще все упирается в язык описания, и давно уже упирается, потому что есть фольклорные культуры, которые, более-менее, может, близки русской культуре, и можно было брать термины оттуда, да, и что-то такое подходит. И даже какие-то термины теории тоже могут подходить. Что делать, если там в песне мелодический период? Что делать? Но, в принципе, конечно, не только, как завещал Адоевский очень давно, да, но и позже, язык описания нужно просто искать, но только надо погружаться в эту музыку. Причем, имея уже сегодняшний слуховой багаж, плюс к этому, конечно, свой специальный, как бы сказать, уже собственный слух, с которым можно даже в этот момент отодвинуть все, что вы знаете о теории музыки и вообще даже этномузыкологии, просто искать свое ощущение вот этой музыки. И чем сложнее, тем архаичнее музыка, тем точнее, может быть, лучше это опишет человек, который вообще-то отказался от традиционных избитых каких-то слов и ищет этот язык описания сам. Но еще хочу заметить так, что, конечно, есть такой еще крен тоже, когда изучается музыка устной традиции, песенная часть ее, да, бывает крен в стихотворную часть, эта часть очень разработана и хорошо описана тоже в разных культурах, но все-таки хочу напомнить, что стихотворные формы, да, но все-таки мы занимаемся музыкой, и надо искать язык описания вот этой самой музыки в устной традиции. Да, представление о фольклоре, да, вообще в городской культуре, оно, конечно, можно сказать, искажено, потому что оно присутствует в виде деятельности государственных ансамблей песни и танца. И в таком вот состоянии что-то они поют, ведь правда хорошо там. И вообще, так сказать, фольклористы не любят этот жанр, да, музыки. Но, в принципе, это музыкальные шоу, которые люди как раз в них ходят, они их любят. То есть это красиво сделанное на сцене нечто, да. Но, в принципе, это вытесняет представление о фольклоре. А фольклор как предмет науки, в общем-то, он неизвестен людям, на самом деле. Вот. И, конечно, ученые, теоретики, которые знают вот эту сторону фольклора, да, и плюс к тому еще они говорят, да, вот мы сейчас посмотрим сборник, и смотрят они фольклор, написанный нотами на бумаге, это тоже мы понимаем, что это фольклор на бумаге. Так? Ведь мы знаем, как он отличается от живого звучания, от процесса звучания. Так?
Ну, все. Ну, в общем, действительно, тут несколько тем, несколько конференций. И углубляться в конкретику, наверное, сейчас уж просто нет возможности. И не стоит, наверное, даже. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Денисовна, спасибо вам большое за ваш комментарий, очень важный, интересный. И да, я хотел бы сказать, что впоследствии мы бы хотели, конечно, обязательно Галину Борисовну услышать отдельно с ее предложением. Можно мне тоже сказать? По нотации. Да, конечно. И, возможно, и Галину Борисовну тоже мы хотели бы пригласить и отдельно послушать, потому что это очень важно. Да, пожалуйста, Сауле Исхаковна, да. Ага. Спокойно, да. Да, спасибо большое тоже, что пригласили вот на такой семинар. Ну вот видите, июнь, и у нас тоже было так мало времени, вот как-то непосредственно, может быть, принять участие. Вот, но мне хочется тоже поблагодарить, значит, двух спикеров, которые выступали, вот, и Михаила Григорьевича Кондратьева, и Галину Борисовну, за интересные вот, за те интересные аспекты вот этой теме, которые были подняты. Вообще вопрос о теории музыки и вообще связи, как вот эта европейская, общеевропейская теория способна отражать, значит, особенности музыки бесписьменной традиции, или, мы говорим, устной традиции. Вот, давно стоит этот вопрос, понимаете? Он давно стоит именно не только как бы перед исследователями фольклора музыкального, да, и музыки бесписьменной традиции, но и перед именно самими этими теоретиками. Вот те, которые, значит, занимаются изучением музыкальной теории. Я просто вспоминаю о том, что вот лекции, вот слышала я этого Холопова, и я знаю, что вот у него есть учебник гармонии, да, учебник гармонии знаменитый, да, вот, где он попытался расширить вообще представление вот общих как бы теорий, включив туда вот ангеметонную пентатонику, еще какие-то лады индийской музыки. Ну, в общем, как-то не могу сказать, что это прямо было как бы так основательно, но все-таки какие-то аспекты в изучении вот музыки других народов, неевропейских, он включил именно как теоретический аспект, понимаете, да? Вот эти лады и все такое. Потом я знаю, что такой вот есть исследователь, вы знаете, Назайкинский Евгений Владимирович, он тоже в своих работах ориентировался не только на европейскую музыкальную традицию, но и на музыку бесписьменной традиции тоже. Вот. И он как-то вот, когда встречалась с ним, он всегда тоже говорил о том, что, к сожалению, вот европейская теория это не учитывает, но вообще в музыке бесписьменной традиции, в музыке вот устной традиции очень много есть таких моментов, которые должны быть вообще учтены. Ну, конечно, вот он, я знаю, что вот еще Изалюш Зинцовский в своих статьях говорил о том, что вот эта общая теория музыки, она должна повернуться в сторону теории вот музыки бесписьменной традиции. Как-то они должны друг на друга смотреть, понимаете? То есть они должны ориентироваться, потому что вы понимаете, что музыкальный мир, он же, в общем-то, един. Здесь вот много что есть. И все это как бы в современной действительности и фольклор, и композиторское творчество, и так далее. И вот это, знаете, книга у них есть была, это такой у нас считается такая... Одна из основополагающих – это теория, значит, композиции, да? Теория композиции, по-моему, они издали вот это в Московской консерватории, где они описывают разные вот эти новые направления музыкальные. Но когда читаешь и знакомишься с этими новыми музыкальными направлениями вот в современном композиторском творчестве, то совершенно определенно видно, что эти направления, вообще-то говоря, давно известны в мире. То есть они известны в традиционной музыке других культур. Ну, например, такое явление, как спектральная музыка. Это вот феномен Бурдона, между прочим, в музыке бесписьменной традиции, вот в азиатской музыке. Вот, или же там сонорная музыка и так далее. То есть видите, как много общего и много единого. На самом деле, может быть, эта теория музыки должна быть какой-то общей, но полагая, что все же у нас, как здесь вот правильно было отмечено, музыка традиционная, она же разнообразна так. И сколько у нас есть народов, и свыше 100, может быть, и разных традиций. Может быть, надо разрабатывать какую-то свою теорию вот, музыки, вот, отражающую специфику именно вот этой данной традиции.
Я вот небольшой такой пример приведу. У нас, я вспоминаю, изучали дамбровый кюй казахский, вы знаете, да? Вот, особенно западно-казахстанской дамбровой традиции. Вот, и там всегда вот такая форма у него, значит, где у нас бас-бун повторялся. И все говорили, что ну, начальные, так сказать, первые исследователи, кто занимался этой культурой, этой музыкой, изучением этой музыки, они, конечно, не знали традиционную терминологию. Они называли форму кюя рондообразной формой. Но на самом деле вот выяснилось потом, что это все-таки не просто рондообразная, это не рондообразная форма, а форма, которая имеет свои особенности, закономерности, свои какие-то особенности. И в этом смысле я согласна с Нелли Юнисовной о том, что на каждом своем материале нужно находить какую-то свою терминологию, во-первых, и свои какие-то методы, свои принципы изучения. Вот, это, мне кажется, очень важный момент. Язык описания, да? Язык описания. Который, да, должен отражать специфику. Вот. Но мне кажется, свои какие-то должны быть теоретические наработки. Вот я по себе просто знаю, я вот веду такой курс для магистрантов вот, и бакалавриата, который называется «Анализ дамбровых кюев». Вот понимаете, наши исполнители, дамбристы, ну и магистранты тоже, которые в основном исполнители, вот, они должны писать какие-то же диссертации. Вот сейчас мы, не знаю, вы-то отказались, а мы вот на этой болонской системе. И вот многие наши исполнители пишут диссертации. Даже в докторантуре у нас много исполнителей, которые защищают диссертации. И понимаете, вот им необходим, они же не могут, вот дамбристы же, они занимаются и исполняют казахскую музыку. Они же не могут писать, например, про какую-то европейскую музыку. И им, конечно, вот этот анализ дамбровых кюев нужен. Понимаете, вот этот курс, который я веду, я понимаю, это теоретические вообще основы дамбровой музыки. И я тут стараюсь использовать уже то, что наработано в нашем казахстанском этномузыкознании, вот эти термины, понятия, которые мы используем. Но даже если мы что-то заимствуем из европейской теории музыки, то мы все равно это должны как-то, значит, дополнительно, значит, ну, расшифровать, что здесь имеется в виду, вот как, понимаете? Может быть, здесь не все мы можем как бы заменить, но в то же время для них это очень важный момент, понимаете? Вот мне приходится тоже, вот это же теоретические основы, значит, вот разрабатывать какие-то свои позиции в этом направлении. Хотя, может быть, они не совпадают с общей теорией музыки европейской, но они не должны совпадать, понимаете, да? Вот это. И мне кажется, что здесь вот что очень важно, что мы должны, вот это очень хорошая такая, ну, практика, вот, Новосибирской консерватории, это они в этом смысле молодцы. Вот такие семинары, значит, вот устраивать, чтобы мы могли друг с другом как-то обмениваться опытом, понимаете? Вот друг с другом, значит, обмениваться какими-то новыми наработками, новыми какими-то направлениями, чтобы мы могли тоже это знать, и вы могли знать о нашей методике, например, изучения вот, казахской инструментальной или киргизской инструментальной музыки и так далее. Понимаете, да? Вот это я хотела сказать. Можно, спасибо большое. Можно ответить тоже вот на два вот этих выступления. Да, пожалуйста. Очень интересных. Ну, Неля, я, конечно же, не призываю к тому, чтобы академики, так сказать, музыковеды изучали. Но знать-то то, что наработано вот в наших областях, они разве не обязаны? И включать это в какие-то свои построения, не ограничиваться вот каким-то минимальным набором. А мы сами должны, как мне кажется, все-таки осознавать, что мы тоже должны создавать более такие концепционные труды. И то, что нам кажется очевидным, но оно не всем кажется очевидным, просто публиковать в виде каких-то более таких вот весомых теоретических трудов, вот, основанных на материале того или иного региона, той или иной системы, там, цивилизации музыкальной и так далее. У нас, мне кажется, недостаточно таких трудов, концепционных именно. Вот. И что касается терминологии, тут тоже вот палка о двух концах. С одной стороны, да, мы все до сих пор термины мажор-минор употребляем, хотя вот явно, допустим, у меня в челканских песнях есть одинаковые звукоряды, но мажорные и минорные. Структура одинаковая, вот разница. Я их называю 3L и 3H звукоряды. С малой терции и с большой терции. Вот избегая вот этого мажора-минора. Ну, а может быть, все-таки там, где это возможно, использовать какую-то терминологию,
которая используется в академическом музыкознании, не всегда от нее открещиваться. Вот, например, период вопроса-ответного строения. Ну, у меня почти все песни строятся вот в этом периоде. Я сказала как раз Да, про то период. есть в четырехстрочная поэтическая строфа, а мелостроф две. Есть, ну, как бы двустрочные мелострофы, две двустрочные мелострофы. И вот каждая из них строится по принципу вот прямо классического вопроса-ответного периода. Может быть, в этом случае не надо избегать, вот там, где это возможно. Или, допустим, в шаманских камланиях, ну, там вот есть волновая драматургия, ну, знаете, ну, как в симфониях Чайковского. Вот одна волна, потом другая волна, потом третья. Я помню, моя диссертантка сделала такое примечание, знаете, это вызвало такой резонанс, как у симфонии Чайковского и шаманское камлание. Но если вот это, видимо, заложено в психике, в мышлении человека, наверное, такие вещи тоже, вот именно универсальные, их тоже нельзя вот так вот отметать полностью. То есть вот если мы будем в каждой музыке создавать только вот свою исключительную терминологию, мы потом вообще потеряем связь всяческую друг с другом. Нет, вот у нас это называется так, а у нас то же самое называется иначе. Но это вечная проблема. Но для этого надо встречаться. Да. Спасибо большое. Так что разные мнения вызывают Галина Борисовна, желание. вы говорите, они вот должны ознакомиться. Да, конечно, а кто же запрещает? Столько написано всего. Но они же ведь как знакомятся? Они читают, я говорю, реферативно и смотрят фольклор на бумаге. Вот в чем дело. У нас такой термин даже был в нашей аспирантуре. Есть фольклор на бумаге, а есть звучащий. Так ведь, да? Они дальше не хотят углубляться. Если захотят, пожалуйста. Так смысл-то в углублении, вот в этом погружении в этой музыке, понимаете, погружение. Этого погружения дождаться нельзя от них. А потом, в общем-то, мне кажется, не надо их этим озадачивать, в принципе. Да. Всякие концептуальные большие обзоры по регионам, там, по суперрегионам, они же хоть мало, но делаются, да, и делаться они должны специалистами по устной музыке. Это, конечно, безусловно. Но вот смотрите, даже широко цитируемая работа Эдуарда Ефимовича Алексеева, да, которая говорит о разных вот пластах в раннем фольклорном интонировании, в раннем, то есть в архаическом, то, что называет та же Чередниченко, но ведь понятно, что уже наличие вот этих разных принципов говорит о сложности этого явления. Почему же у нее это вот что-то такое очень плоское и однолинейное? Не стоит сравнивать. Я повторяю, главная моя идея такая была, что не надо сравнивать исследования специалистов по устной музыке и теоретиков, специалистов по музыкальной эстетике, может быть, да? Но это же не фольклористы, в общем-то, не специалисты. Вот большой обобщающий труд, вот Юрий Шейкин, да, «Музыка народов Сибири». Человек, который ездил... Кстати, мы заканчивали одну аспирантуру Ленинградской школы Земцовской, и он объездил, у него очень много экспедиций и так далее. Вот, то есть это вот я так понимаю, что это большая работа такая. Если нужна такая обобщающая работа, вот пример хороший. Ну и другие есть, конечно. Да, пожалуйста, Наталья Михайловна Кондратьева, пожалуйста. Попробуйте, насколько будет хорошо слышно, скажите. Нет, я попробую громко говорить, честно. Ну, вообще плохо слышно. Ближе к микрофону. Микрофончик здесь, да. Эхо такое. Тогда, да, я хотела очень кратко, потому что я очень согласна с большинством тезисов, которые прозвучали у всех выступающих. Значит, я хочу сказать, что, во-первых, я вообще не верю в общую теорию всего, и как бы общая такая тенденция в развитии любой науки заключается в том, что в каждой сфере, ну вот, например, взять физику, да, то есть там уже практически специалист в одной области совершенно не понимает, что делается в другой, и каждая узкая область обладает своей собственной теорией, и я думаю, что, в общем-то, это общий процесс развития науки, и поэтому музыкознание, как огромная эта область, она абсолютно неоднородная, и эта музыкология давно уже самостоятельная область, в которой невозможно разбираться музыкалитам в силу системы нашего образования, потому что они имеют один курс народного русского творчества вообще в большинстве вузов. Откуда они будут знать всю вот эту теорию? Они просто неграмотные. И когда мы читаем вот эти вот книжки, ну, я не знаю, я к этому отношусь с юмором, потому что, понятно, тот же самый уважаемый Юрий Николаевич Холопов, он просто вот в одном коридоре консерватории кого встретил, про того и знает. Больше ничего не знает. Ну, не знает, ну и что? И вот эти попытки, значит, со стороны людей, которые занимаются очень маленьким кругом вопросов, связанных с композиторской музыкой европейского типа, безусловно, да,
Ну, как они могут осмыслить вообще все процессы, которые происходят в мировых музыкальных процессах, мировых этнических культурах? Они просто не в состоянии этого делать, поэтому у меня никаких надежд нету на то, что когда-нибудь вот эта всеобщая теория музыки, значит, и, ну, в принципе, я даже как-то не страдаю от того, что, ну, не знаю, это их проблема. Вот. А то, что теория, конечно же, даже вот если мы берем этномузыкологию как самостоятельную область, мне кажется, что даже здесь тоже какие-то, может быть, универсальные методы, они используются по отношению к разным типам культуры. И мы же используем, допустим, методы, которые работают везде, где есть текст, например, словоэтнические, да, вот эти построения. И мы на самом деле всегда работаем с материалом, мы ищем что-то, и может быть для какого-то типа культуры, или может быть для каких-то метакультуры, или цивилизации, может быть, ну это со временем будет понятно, да, может быть вырастет какая-то теория, да, но этих теорий будет много музыки, да, ну а это уже вопросы там эрудиции, широты научных, значит, интересов, вот владения вот этим кругом теории музыки. А по поводу всеобщей, я сомневаюсь, что это вообще возможно. Это метод, это не теория. А теория интонационной культуры, но это же не конкретная теория, это общий взгляд на то, как это делается. Ну, какие-то универсальные, безусловно, мы затрагиваем, да, то есть вот универсальные. Ну, например, вот тип эстрад, это какие-то вещи, которые можно, ну, а вот уже конкретное, ну, не знаю, это, конечно, очень сложный вопрос. Но мы где-то все вот в дискуссии, да, мы... Ага, спасибо большое. Да. Два слова можно сказать? Вы знаете, по теории музыки устной традиции написано огромное количество трудов Изаличем Земцовским. Есть труды Гиппиуса, да, и если это понятно только тем людям, которые занимаются музыкой устной традиции. Там все очень, ну, блестяще написано, скажем, да. Но если академические музыковеды не понимают, что там написано, мне кажется, это, ну, не должно нас волновать, в общем-то, ну, как сказать. Они не знают эту материю просто, ну, ничего. Да, спасибо большое. Владимир, предоставляю слово Наталье Владимировне Леоновой, пожалуйста. И следующая Марина Юзефовна. Марина Юзефовна, да, действительно, мы вас не видим, но видим ваше сообщение в чате, что вы проситесь, да, может быть, это случилось отключение какое-то, но вот пока слово представим Наталье Владимировне. Ну, я просто очень кратко, потому что есть действительно какие-то законы развития науки. Да? Есть законы развития специализированных наук, есть законы развития общетеоретические какие-то. И в той же самой физике они сначала изучают общую теорию физики, а потом они расходятся в какие-то, значит, другие вот специализации, где друг друга могут не понимать. И вот, видимо, когда мы немного, так скажем, обижаемся на то, что музыковеды академического направления про нас очень мало знают и неверно излагают, мы как раз и имеем в виду, может быть, то, что мы придаем, или они сами на себя приняли вот эту вот как бы функцию, что они главные в теории музыки. Да, и поэтому то, что нас там нет, нас как-то обижает. А на самом деле это вот действительно должна быть какая-то общая теория музыки. И должны быть теории специализированных направлений. Должна быть теория музыкальной фольклористики или этномузыкологии. Но вот то, что находят и то, что обнаруживают музыкальные там фольклористы, оно должно, или специалисты по изучению традиционной музыки, уже в современную какую-то общую теорию музыки входить должно. Я не знаю как. Да, но для этого, наверное, нужно проводить какие-то совместные конференции хотя бы, да, что не так вот одни только там про оперу или про симфонию или про еще вот там что-то, а мы, значит, вот про свое. А может быть, надо бы вот что-то и совместное такое. Вот у нас вот будет какая-то странная конференция в начале декабря месяца, которая будет посвящена песне. Вот песня вообще теория, история и практика, да, потому что песня есть везде.
Да? Она есть в профессиональной культуре, она есть в традиционной культуре, она есть в третьем направлении, там вообще во всех направлениях. То есть надо идти навстречу друг другу. Вот я, Наиля Юнисовна тут про Изалия Иосифовича заговорила, и я помню, что в его какой-то статье есть такой посыл по поводу того, что вот определенный период времени вот эти наши музыкознания, оно шло по линии, так скажем, почкования, да? То есть там, значит, выделялись вот эти вот отдельные направления. И что, в общем-то, вот в какой-то период времени должен наступить вот этот момент, как он написал, время собирать камни. То есть вот встретиться, может быть, какими-то сообществами, но движение друг к другу вести надо. Нам никто не мешает, в общем-то, заниматься в рамках наших специализированных вот направлений музыковедческих, да, и развивать вот нашу специальную теорию музыки. Но мне кажется, что не знаю, за какую-то общую, что ли, вот теорию музыки мы тоже несем какую-то ответственность, если можно так сказать. Поэтому вот я не склонна вот так вот совсем как бы от этого отгораживаться. Ну, вот у меня такое высказывание. Вот Марина Юзефовна подключается. Так, одну секундочку. Так, Марина Юзефовна. Так, Марина Юзефовна. Я нажал подключить. Ага, вот. Марина Юзефовна, скажите что-нибудь. Да, я вам отключу видео, чтобы видеоряд у вас пропал, но мы будем вас хорошо слышать. Ну как? Давайте. Ага, есть. Спасибо. Спасибо. Сейчас меня слышно? Я вас слышу. Да, слышно. А меня слышно? Да, мы вас слышим. Ой, спасибо большое. Я с огромным воодушевлением воспринимаю все выступления. С большинством я с вами согласна, конечно. Я просто хочу вот о чем сказать. Мы все говорим о том, что нас вытесняют, автономизируют и так далее. На самом деле мы находимся в очень выгодных условиях. Почему? Потому что все мы по нашему музыкальному образованию относимся к традиционному музыкознанию. То есть мы знаем все, что знают наши коллеги и сверстники, моложе нас и старше нас, потому что мы получили в свое распоряжение, и, как правило, в исполнении ведущих профессоров наших учебных заведений все классические музыкальные курсы, которые проходят у нас. А кое-кто, например, те из нас, кто живут в национальных автономиях, в других государствах. Вот я жила в национальной республике, потом в государстве Узбекистан. И я получила более углубленное, конечно же, знакомство, как и многие мои коллеги, с местной национальной культурой. Но это дало, безусловно, понимание Востока, вот то самое, о котором незабвенная Нонна Григорьевна писала. Знаете, когда меня избрали председателем диссертационного совета нашей консерватории, и я в полном ошеломлении написала об этом своему старшему, так сказать, ну, по возрасту-то не старшему, но по положению, по авторитету Виолетте Николаевне Юнусовой. Она мне ответила: что вас удивляет, Марина Юзефовна? Разве вы до сих пор не поняли, что мы, востоковеды, знаем все? Это не то, что человек сидит всю жизнь на Танееве, и кроме Сергея Ивановича ничего и никого не знает и ничем больше не интересуется. Мы знаем все. Мы знаем старую музыку Европы, Азии, Америки. Мы знаем новую, мы знаем современную музыку, мы знаем все направления, и этот самый третий пласт, и так далее. Более того, мы знаем это потому, что в национальных культурах со временем развиваются все пласты и проявляют себя все жанры. Поэтому, мои дорогие коллеги, которых я просто счастлива сегодня видеть и слышать, я поздравляю нас
вами, на самом деле. Мы с вами действительно очень широко и глубоко образованы. Конечно, у каждого есть свой конек, и тем не менее, это наше с вами, я бы сказала, приоритетное положение, которого нет у наших милых коллег с кафедр истории, теории музыки и так далее. Вот о чем я хотела вам сказать. Я всячески приветствую дальнейшее продолжение наших с вами встреч на таком уровне. Спасибо большое. Марина Юзефовна, спасибо огромное за ваш комментарий, очень ценный, прям такая самоценность, какая сразу поднимает самооценка. Вот. И, вы знаете, я в этом смысле вот слушал докладчиков, потом комментарии замечательные, и еще и до этого я вообще-то подумал об этом, о том, когда получил информацию о названии доклада, предложенного Михаилом Григорьевичем, и 3 вот эти раздела, которые он осветил в своем сообщении. И я сразу подумал, но почему-то, знаете, когда начинаешь думать, для действия потом время не доходит, а нужно было действовать сразу, когда вместе с мыслью. А мысль была такая: обязательно эту информацию разослать и в том числе на кафедру теории музыки, потому что это вообще-то задевает вопросы чисто теоретического музыкознания. Вот. И это, конечно, нужно было другой вопрос согласовывать по времени уже с участниками кафедры, а у них сегодня с утра, может быть, до сих пор еще идет экзаменационный процесс, но это другой вопрос. Но мысль такая была. Вот, и, будем ее обдумывать и привлекать. Да, и мне кажется, что если бы это было у нас какое-то такое, хотя бы в таком режиме на семинаре, совместное действие, то это уже было бы какой-то, может быть, более продуктивный диалог. Хотя действительно мы же получили академическое музыковедческое образование все, да, и поэтому прекрасно понимаем проблематику, о которой Михаил Григорьевич сказал и обострил. И вот сразу, в общем, я хотел бы, знаете, еще сказать, что немножко в защиту Хлопова, что ли. Это, конечно, мне совершенно кто я. Он не нуждается в защите. Да, я об этом тоже. Правильно, Михаил Григорьевич. Да. Но когда вот я посмотрел, из рекомендуемой литературы, вот именно вот этот раздел, который посвящен теории музыки. И там всего лишь 2-3 странички о фольклоре, и даже причем о русском, о музыкальной фольклористике, да, причем и он говорит, что речь идет о русском народном творчестве, там, да, вот, и я понимаю, я как-то по-другому немножко это читал, мне казалось, что автор этого текста понимает, что он не до конца сведущий в проблемах очень сложных, раскрываемых сейчас на данном этапе этномузыкологами, вот, и что там очень много, с восхищением мне даже показалось, он там где-то пишет о вот эти практики многомикрофонных записей, о том, что это дает новую возможность в изучении фактуры, которая внесет свою лепту в дальнейшем. То есть понятно, что краткость этого маленького раздела, может быть, и говорит о том, что он не претендует, да, действительно, на открытие каких-то еще на превращении. Но именно он говорит о том, что с восхищением о многомикрофонной, о изучении фактуры, о ладных особенностях народной устной традиции, интонации устной традиционной культуры, где есть тоже такие, не знаю, микрохроматика там или что-то такое называют, которая имеет отношение новой музыки 20 века и акцентирует, что нужно внимательно отнестись, в общем, как-то к исследованиям по устной традиционной культуре. Мне так показалось. Да, и те направления, которые он предложил, они какие-то тоже такие довольно емкие, и такие, как будто бы сигнализируют: наполните нас информацией. Такой существенный. Поэтому в этом смысле мне показалась такая работа тоже интересная и тоже призывающая как будто бы к тому, чтобы пополнить информацию о теории музыки сведениями от специалистов, от музыкологов. У меня такое сложилось какое-то, может быть, субъективное ощущение. А еще изначально, когда думали о том, чтобы Михаила Григорьевича пригласить,
как докладчик этого семинара, у нас какая-то была такая, ну вот мы с коллегами тоже это обсуждали, практическая задача. Ну вот понимаете, когда каждый специалист занимается исследованием своего материала и пытается описать его с точки зрения этого же материала, и это правильно, ну, потому что значит, иначе это будет что-то извне, так или иначе, получается, мы, во-первых, сталкиваемся с тем, что разные подходы фиксируются. Как тогда подойти вот к этой универсальной, ну, не знаю, какой-то теории, которая, ну, теория же сама по себе обобщающим характером обладает. Поэтому вот и когда только ты выходишь за пределы своего материала и начинаешь сталкиваться с тем, что вот, другой материал описан немножко по-другому, ты уже не можешь его напрямую соотнести со своим материалом. С другим материалом еще какая-то такая же связка, где ты не можешь напрямую это соотнести. И ну вот мы в рамках нашего проекта, где пытаемся изучать, правда, на материале мордовского фольклора, чувашского фольклора и удмуртского фольклора, вопросы соотношения автохтонных и переселенческих традиций. И мы пока находимся в рамках своих линий, и нам пока удается, слава богу, находить общий язык хотя бы между описаниями диаспор и описанием автохтонных традиций. И, по-моему, какой-то результат у нас получилось достичь в рамках каждого из блоков. Вот Екатерина Игоревна чувашским блоком занималась. Вот мы вели мордовский, эрзянский, макшанский блок, и коллеги из Ижевска вели удмуртский блок и пытались вот здесь, соотнести материал переселенческий, материал автохтонный. И мне кажется, что это в целом было правильно и логично. Это единственный какой-то был путь исследований. А вот поскольку у нас такая задача стоит еще создать такую платформу в виде какого-то атласа, где все материалы будут размещены, и там будет какая-то теоретическая компонента все-таки, которая могла бы объединять и первую, и вторую, и третью, и четвертую традиции, я имею в виду эрзянскую и макшанскую, мы тут становимся перед каким-то таким, проблемами и выбором в том, как мы могли бы на основании чего описывать свои локальные традиции, автохтонно-переселенческие. И это же должно быть не изолировано, а карта она объединяет. Вот. И в этом смысле, пока то, что мы создали в рамках проекта, это довольно примитивно, так скажем, да, вот, потому что здесь только обозначение геолокации текстов, там есть текст-перевод, там есть аудиозапись, но там есть еще какая-то часть, связанная с аннотированным описанием этого текста. Вот, но теперь для того, чтобы дальше двигаться, например, вводить какие-то новые параметры описания, аналитического описания, мы должны этот параметр ввести на все 4 этнические культуры, которые представлены здесь. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что какие универсальные какие-то позиции выбрать, чтобы через эти позиции описать свои локальные традиции. Да. Ну, то есть и контекст сообщения, которое Михаил Григорьевич предложил, по-моему, очень хорошо вводит по поводу универсальности поисков. С одной стороны, вот какой-то такой с одной стороны, нужно остаться в рамках все-таки своего материала, а с другой стороны, все-таки перейти, как это максимальное отдаление, это как интонирование на уровне человечества, да? То есть какой-то максимально высокий какой-то взгляд на интонационную культуру в целом. И в общем, тоже думаем по этому поводу. Хочу реплику, быть завершающую с моей стороны реплику. Все-таки у меня была задача обратить внимание на какие-то общие вещи, общетеоретические, чтобы мы, которые
каждый конкретную культуру со своим аппаратом, со своей теорией создаем, исследуем, но помнили о каких-то более общих вещах, которые нас всех объединяют, в том числе и с академическими теоретиками, и с общей теорией музыки. Все равно мы в одном поле находимся. Ну, то, что там кто-то чего-то не замечает, не знает, это их проблема, но мы-то должны давать материал, помня о самых таких высоких обобщениях. Это не сразу, но забывать об этом просто не будем. Вот я видел такую задачу и постарался донести общие идеи. Спасибо. Да, это, я думаю, что очень продуктивное будет начало. Может быть, да, я сказать должен про информацию, про письма, да? Да, дорогие коллеги, те, кому нужен сертификат участника или сертификат слушателя, обязательно пишите по почте, которая указана в информационном письме. Да, мы подготовим такие электронные сертификаты, кому они нужны. И да, мы с Юлией Владимировной уже переговорили. Да, вот, и поэтому такие сертификаты у нас будут. Поэтому кому они нужны, для каких-нибудь портфолио или еще чего-то, это короче, обращайтесь с этой просьбой напрямую, да, с указанием фамилии, имя, отчества, организации, всего чего-то еще, должности, научной степени, все, что хотите видеть в этом сертификате. Но тогда что мы должны поблагодарить? В первую очередь, да, спасибо большое. Очень радостно было всех увидеть хотя бы в экранчике. Давайте продолжать такую деятельность. Да. И вот ближайшая у нас на конференции какая-то, которую Наталья Владимировна сказала, посвященная песне. Семинар еще надо. Еще да, у нас будет еще следующий семинар. У нас вроде бы как мы планируем 4 семинара в год проводить. Один семинар в 3 месяца. Поэтому вот 1 марта был первый, сегодня второй. Ну, надо посчитать, сколько когда будет третий. Да, где-то уже в начале учебного года. Поэтому будем более широко, наверное, все-таки рассылать. Прошу прощения, что это, может быть, не повально было разослано, а еще пошло по каким-то каналам, еще индивидуально. Большое спасибо. Коллеги откликнулись, да, и подсоединились. Было очень приятно всех видеть и слышать. Вот. До встречи, коллеги. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, всем очень интересно и радостно всех видеть. Новосибирцам особое спасибо за приглашение. Спасибо, да, за эту инициативу. За инициативу, да, за организацию. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Да?